Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Как стало известно, отец Виссарион принял решение обратиться к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонаха Дорофея Андрея без покаяния. Ситуацию в религиозной сфере Абхазии прокомментировал советник президента по вопросам религии Резо Кация. В комментарии, в частности, говорится, в последнее время в связи с обострением разногласий между духовенством Абхазии к президенту Республики Абхазия поступали многочисленные обращения как от конфликтующих клириков, так и от мирян, а также представителей общественности с просьбой об урегулировании конфликта. Существующие разногласия на протяжении последних лет привели разделенных клириков и паству к противостоянию и конфликтной ситуации в обществе. Во избежание непредсказуемых последствий председатель Церковного совета Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплия принял непростое для себя и паствы АПЦ решение обратиться к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонаха Дорофея Двар и иеромонаха Андрея Ампар без покаяния. В надежде на установление мира между всем абхазским духовенством и всей православной паствой Абхазии. Как отмечено в комментарии, данное обращение подписано с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба. Жилищные споры. Эту нерешенную многие годы проблему обсудили в Общественной палате Абхазии. Специально созданная рабочая группа изучила вопрос и пришла к довольно неутешительным результатам. Права граждан Абхазии нарушаются. И главная причина – отсутствие закона, который определяет статус лиц, воевавших против Абхазии и членов их семей. Обсуждение прошло с участием представителей парламента, прокуратуры, службы судебных приставов, администрации Сухума и самих подавших жалобы граждан. Наша съемочная группа выслушала все стороны. Репортаж Алики Трапш. Открывая заседание, заместитель секретаря Общественной палаты Даниил Убирья проинформировал всех присутствующих, что в консультативный орган республики поступило свыше 100 заявлений от граждан Абхазии, согласно которым их жилищные права были нарушены. Для изучения этих вопросов члены палаты создали специальную рабочую группу и изучили каждую жалобу. Я обнаружил тех документов, которые я лично ознакомился и знаю вместе с рабочей группой. В закономерность превращается отъем жилья, ссылаясь на документы, выданные за пределами нашей страны, в том числе Грузии, о вступлении в наследство. Мы пошли в прокуратуру, но меня шокировал ответ. При рассмотрении о собственности граждан Абхазии верховенство закона над всеми, какими есть законами или распоряжениями, это верховенство международные законы о собственности. То есть, если мы нарушим, ООН не будет нас рассматривать, что мы нарушаем эти права. Член рабочей группы по обработке поступивших заявлений, заместитель руководителя ветеранской организации Абаш Зураб Зухба рассказал собравшимся о двух конкретных случаях. И первый, и второй касаются жилищных споров с участием ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Ветеран войны судится с ценным гражданином, который получил наследство от своей матери, которая умерла в Грузии. Вот документы на грузинском языке, свидетельство о смерти, вот, пожалуйста, вот это свидетельство о смерти, полученное в Грузии. Он везет в Москву, переводит его, соответственно, на грузинском языке, понимая, наверное, что здесь это не примут. Он переводит этот документ на русский язык, привозит сюда, и почему-то здесь эти документы принимают в производство. Начинаются судебные тяжбы с ветераном войны, она и так больная женщина, и начинают ее там одергивать и пытаться отсудить недвижимость. Мы, ветераны, однозначно воспринимаем эти вопросы. Все граждане, которые не то что там принимали участие в боевых действиях, а сотрудничали с грузинскими оккупационными войсками, они не то что проживать здесь, жены, члены их семьи, не то что проживать здесь, они сюда приезжать не имеют права. По мнению депутата парламента Натальи Смыр, на всех судебных заседаниях по жилищным вопросам должен присутствовать прокурор для того, чтобы в случае несогласия с вынесенным судом решением мог оспорить его на месте. То есть прокурор имеет право сразу оспорить и не нужно будет потом впоследствии обращаться в прокуратуру о том, что вынесение неверного, помимо того, что Верховный суд, там все инстанции, а потом в прокуратуру. Поэтому я думаю, представители прокуратуры было бы неплохо, что присутствовали. И еще я призываю вас, у нас есть такой как
квалификационная комиссия судей, я бы вам тоже предложила, потому что обращаться и отслеживать решения, вынесенные квалификационной коллегией судей, потому что там тоже не очень объективно выносится решение, потому что там есть такая, знаете, как корпоративная этика, где, я извиняюсь, судьи не судят. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Абхазия, принятый в 2008 году, ограничивает возможность прокурора обжалования всех судебных решений. Согласно статье 43 ГПК Республики Абхазия, категория дел, в которых может участвовать прокурор, это жилищные дела, связанные с выселением. Во всех остальных делах прокурор не участвует. С инициативой о том, чтобы вернуть нам полномочия прокурора по участию во всех гражданских делах, обращались в парламент. По сегодняшний день вопрос по участию прокурора во всех гражданских делах не принят. Присутствовавший на встрече депутат Народного собрания Рауль Лолу отметил, что по обсуждаемому вопросу в парламенте Абхазии рассматривается законопроект, направленный на предупреждение такого рода ситуации. Кроме того, он напомнил, что в Гражданском кодексе Республики Абхазия прописано, что граждане, которые боролись или борются против независимости нашей страны, участвовали в боевых действиях против Абхазии или оказывали содействие в этом, не имеют права наследовать имущество на территории Республики Абхазия. Сейчас депутаты парламента работают над внесением дополнений в данный закон. Мы подняли этот вопрос в парламенте, начали обсуждать, приняли в первом чтении, дополнили эту статью, имеется в виду это лица, которые являются родственниками. Сейчас мы обрабатываем, дальше пойдем, посмотрим, кто является родственниками. Это сын, это дочь и так далее. Там тоже есть свои вопросы, которые необходимо правильно юридически, согласно там всем правовым нормам, закрепить. Поэтому мы не спешим с этим, работаем. Приглашали в парламент представителей суда, представители нотариусов, представители, значит, со службы государственной безопасности приходили к нам. Что касается случаев, которые мы здесь обсуждаем, почему мы начали работать в парламенте? Потому что к нам начали обращаться ветераны, в том числе и те, которые здесь сегодня сидят. Вот, но каждый случай, он индивидуальный. Когда мы провели необходимую работу, поняли, что это не носит массовый характер. То есть нет такого, да, чтобы наши нотариусы, наши там, суды было завалено такими запросами с территории там, России, в том числе лиц, которые там, претендуют и хотят вернуть свое жилье. Участниками встречи также было отмечено, что помимо усовершенствования Гражданского кодекса, в части защиты интересов граждан Абхазии в такого рода жилищных спорах необходимо наконец-то провести инвентаризацию всего жилищного фонда страны и создать земельный кадастр. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня принял участие в работе международного салона «Комплексная безопасность», который проходит в эти дни в Москве. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. 5 июня на ВДНХ стартовал 12-й международный салон «Комплексная безопасность-2019». В двух залах павильона компании из 15 стран предоставили около 500 перспективных разработок, которые могут быть использованы в борьбе со стихией и при оказании помощи пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. За годы проведения международный салон стал одним из крупнейших российских выставочных проектов. Сегодня он представляет собой прекрасную возможность для специалистов ознакомиться с передовыми идеями в области безопасности, обменяться мнениями, по их внедрению в практику поделиться опытом, обсудить актуальные вопросы развития отрасли, наработать новые деловые связи. Абхазскую делегацию на салоне возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. Глава спасательного ведомства Абхазии осмотрел многочисленные стенды выставки, где была представлена самая современная спасательная техника и показаны перспективные направления при ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании помощи пострадавшим. В частности, большой интерес был проявлен к стенду с современными реанимобилями, их оснащению, техническим параметрам и возможностям.
На полях салона прошла встреча Льва Квициня с заместителем министра по ЧС России Павлом Барышевым. Стороны выразили удовлетворение современным уровнем взаимодействия между спасательными ведомствами двух стран. Павел Барышев отметил, что одним из российских приоритетов, отраженных в концепции внешней политики страны, является содействие становлению Абхазии, обеспечение ее надежной безопасности. В МЧС России с благодарностью вспоминают помощь МЧС Абхазии в организации реабилитации российских спасателей на Черноморском побережье, которые участвовали в крупных чрезвычайных ситуациях на родине. В свою очередь Лев Квициня поблагодарил российских коллег за то содействие, которое на протяжении многих лет оказывается МЧС Абхазии со стороны спасательного ведомства России. Салон «Комплексная безопасность» продлится до 8 июня и завершится масштабными учениями на базе спасательного центра МЧС России в подмосковном Ногинске. В Сухуме отметили 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международный день русского языка. Традиционно цветы возложили к памятнику великому русскому поэту в центре столицы Абхазии. Сюда пришли многие почитатели творчества русского поэта, среди которых спикер парламента Валерий Кварча, советник президента Владимир Зантария, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев. Творческая и научная интеллигенция, общественность, школьники. Литературная встреча продолжилась в ботаническом саду у древней Липы, которая в эти дни уже на протяжении многих лет становится центром поэзии и творчества. Смотрите репортаж Алисы Шамба. Мероприятие, посвященное памяти великого поэта, началось с возложения цветов к его памятнику, установленному на улице, названной в честь самого Пушкина, в самом центре нашей столицы. Сюда пришли многие почитатели творчества Александра Сергеевича, писатели, искусствоведы, общественные деятели, дипломаты, школьники, студенты и те, кто просто любит поэзию. Затем все собравшиеся переместились в ботанический сад, где под сенью многовековой кавказской липы их ждали 3 девицы, мечтающие стать царицами, и тот самый кот ученый. 3 девицы под окном пряли поздно вечером. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещенный мир приготовила бы я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала б я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии при содействии Министерства культуры и историко-культурного наследия и Союза писателей. 6 июня также отмечают Международный день русского языка, который имеет прямое отношение к Пушкину, как основоположнику русского литературного слова. И как отмечали участники чтений, Пушкин своим творчеством оказал большое влияние и на абхазскую поэзию. Праздника, приуроченного 220-летию со дня рождения великого русского, российского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который проводится здесь, в месте, которое можно назвать абхазским лукоморьем в широком смысле этого слова, поскольку мотивы Пушкина, они перекликаются и с природой Абхазии, и с жителями Абхазии. И мы, как представительство Россотрудничества, которое участвует в организации данного мероприятия, отмечаем, констатируем постоянно возрастающий интерес среди жителей Республики Абхазия, среди педагогических работников, обучающихся к творчеству Пушкина. В Абхазии живет очень талантливый творческий народ, и Пушкин с его мотивами перекликается с абхазским творческим контентом. Мы уже 8-й год собираемся в ботаническом саду под Липой. 8 лет – это немалый срок для тех, кто любит поэзию Пушкина. Потому что Пушкин, хотя и не был в Абхазии, но через тех поэтов, которых мы называем поэтами пушкинской поры, многие из них бывали в Абхазии. Это и Норов, это и Бестужев-Марлинский, это и Зайцевский, которые любили Пушкина, которые дружили с Пушкиными. И мы считаем себя сегодня как бы сопричастными к поэзии и поэтов пушкинской поры и, конечно же, Пушкина. Советник президента Владимир Зантария, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалья и посол России в Абхазии Алексей Двинянин, принявшие участие в пушкинских чтениях, также подчеркивали значимость наследия великого поэта. Ставшие традиционными пушкинские дни стали частью национальной культурной летописи нашей страны. Пушкин не просто любил жизнь во всех ее проявлениях. Жизнь была для него величайшим таинством. И именно
поэтому он был велик во всем, отмечали они. Мы живем в эпоху, когда девальвация духовных и нравственных ценностей может нанести огромный ущерб человеческой культуре, составляющей основу современной цивилизации. На фоне подобных разрушительных процессов углубляющийся интерес и внимание к великому классическому наследию может стать своеобразным катализатором возрождения традиций, взаимовлияния и взаимопроникновения национальных культур. Я хочу выразить, с вашего позволения, во-первых, признательность уважаемому Мушни, поскольку вот я только приехал в прошлом году, и мне ваш, так сказать, известный поэт презентовал свой перевод Евгения Онегина на абхазский язык. Конечно, это заслуживает всемирного уважения, поэтому и табу. Идея проведения пушкинских чтений в ботаническом саду принадлежит народному поэту Абхазии Мушни Ласурия. И это не случайно. Основатель ботанического сада в Абхазии, генерал Николай Раевский, был другом Пушкина. И липа, под которой проводятся чтения, уже давно стала местом, где звучит абхазская и русская поэзия. У самого Мушни Таевича особое отношение с Пушкиным. Он перевел на абхазский язык роман Евгений Онегин. И вот уже 8 лет, как Мушни Ласурия читает здесь собственные переводы произведений Пушкина. Пожалуй, нет ни одного классика мировой поэзии, который оказал такое благотворное влияние на абхазскую поэзию, как Пушкин. И символично, что его день рождения мы отмечаем именно здесь, в Абхазии, в Сухумском ботаническом саду. Собираться на лоне природы у вековых деревьев, обсуждать там важные судьбоносные дела – это древняя традиция нашего народа. Сегодня строки из знаменитых произведений Пушкина звучали не только из уст ученых и литераторов, но и школьников-студентов. Праздничная концертная программа включила в себя также исполнение романсов на стихи великого русского поэта. Алиса Шамба, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете в Центре народоведения и полевой фольклористики состоялась презентация вопросника для собирания абхазского фольклора. Книга вышла под редакцией президента Академии наук Абхазии, фольклориста-кавказоведа Зураба Джабуа. Над книгой работали Саида Хаджим и Наала Барциц. На презентации вопросника присутствовали фольклористы, ученые, студенты. Книга вышла тиражом 350 экземпляров. В Сухумском многоотраслевом колледже проходят выпускные экзамены. В течение нескольких лет студенты обучались по разным специальностям и готовы показать, чему научились. Наша съемочная группа присутствовала на госэкзамене молодых поваров. О том, какими блюдами выпускники удивили членов комиссии, расскажет Гугуца Вардания. Около 70 студентов Абхазского многоотраслевого колледжа оканчивают факультет поварского дела, на котором обучались в течение года, изучая теоретическую и практическую часть. Большая часть выпускников уже трудоустроена. А по словам директора колледжа Джумбира Мушба, в Абхазии профессия повара очень востребована. На сегодняшний день 60 человек, которые заканчивают в этих группах, почти 95% трудоустроены. Это требует, значит, город Сухум, Новый Афон, Гагра, Пицунда и озеро Рица. Мы в полном объеме мы не можем обеспечить, потому что у нас нет условий на сегодняшний день, чтобы обеспечить вся Абхазия. Так как у нас курортная зона с каждым годом увеличивается, а как общепитовские работники нужны везде. И вот мы стараемся помогать им и обеспечивать работу. Дипломные работы студенты посвятили абхазской и европейской кухне. Каждый из них должен был не только приготовить блюдо и правильно подать его комиссии, но и рассказать о процессе приготовления. Несмотря на уверенность в своих знаниях, ребята все же волновались перед госэкзаменом. Перед экзаменом я очень волновалась и сегодня очень хорошо стало. Я сегодня готовила грибной салат. Я надеюсь, что понравится.
Стоит отметить, что все студенты поварского дела проходили практику в различных ресторанах и кафе городов и районов страны, и некоторым из них была предложена работа в этих заведениях. Есть и те, кто планирует продолжить учебу. А какое вы блюдо готовите, расскажите? У меня японская кухня, роллы Филадельфия. И я еще не зашла, но надеюсь, что все будет хорошо. Да. А когда закончите, где вы примерно планируете работать? Знаю, как мне повезет, но надеюсь, что в хорошее место устроюсь и найду себя именно по этому профилю. Я готовлю салат греческий. Я тоже еще не заходила, но надеюсь сдать экзамены отлично. А какие планы на будущее у вас? Пока никаких. Хочу дальше продолжить учиться на повара и очень думаю, что мне повезет. В Сухумском многоотраслевом колледже немало различных факультетов по специальностям, востребованным в стране, таким как повар, официант, бармен, бухгалтерский учет торговли, продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Кроме того, в этом году в образовательном учреждении появились такие специальности, как повар-кондитер, повар европейской и абхазской кухни, экономика и бухгалтерский учет, а также товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Уже после выпускных госэкзаменов с 20 июня в Сухумском многоотраслевом колледже начнется прием документов от абитуриентов, желающих получить здесь специальное образование. Прием заявлений завершится 20 августа. Гугуца Вардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В очередной раз Русдрам порадовал своих зрителей премьерной постановкой. 6 и 7 июня на сцене театра представлена пьеса швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта под названием «Визит старой дамы» в постановке режиссера Антона Киселюса. В центре сюжета ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Действие происходит в захолустном швейцарском городке Гюлине в 50-е годы 20 века. В городок приезжает старая миллиардерша Клара Цаханасян, бывшая жительница Гюлина. Некогда в городке работало несколько промышленных предприятий, но один за другим они обанкротились, и городок пришел в полнейшее запустение, а его жители обнищали. Обитатели Гюлина возлагают большие надежды на приезд Клары. Они рассчитывают, что она пожертвует на возрождение родного города несколько миллионов. Обрабатывать гостью, пробуждать в ней ностальгию по былым временам, проведенным ею в Гюлине, жители города доверяют 60-летнему бакалейщику Иллу, с которым у Клары в юности был роман. Да, мы были друзьями когда-то. Ближе некуда. Молодые, горячие. Я был парнем хоть куда 35 лет назад. Миллиардерша Клара Цаханасян решает подарить разоренному городу и его нищим жителям миллиард. За это неслыханное благодеяние им нужно выполнить лишь одно условие. Клара требует, чтобы свершилось, наконец, правосудие. Город получит миллиард только в том случае, если будет убит Ил. Бургомистр с достоинством от лица всех горожан заявляет, что жители Гюлина христиане и во имя гуманизма отвергают ее предложение. Лучше быть нищими, чем палачами. Клара уверяет, что готова подождать. Минимальный актерский состав, минимум реквизитов. Актеры приковывают все внимание к своей игре, а игра великолепна. Несмотря на, казалось бы, драматический сюжет, автор называет свою пьесу комедией, а режиссер оставляет право выбора за зрителем – смеяться ему или плакать. Очень-очень много как-то сегодняшняя жизнь и вообще во всем мире, и в Абхазии конкретно, она опять снова повернулась таким боком, который заставляет нас думать о цене человеческой жизни, о ценности и о цене. Это разные вещи. И когда ценность забывается, возникает слово «цена». Вот. И опять мы что-то теряем, мы что-то забываем. И это пьеса, в которой, это на пресс-конференции также сказал главный герой, артист, который главный герой играет, Джамбул Жордани, что это пьеса, в которой на примере одного маленького городка рассматривается проблема, беда планетарного масштаба. И, как мне кажется, это все темы, которые там поднимаются, они сегодня крайне актуальны и крайне важны. Верность, честность, предательство и месть, способность за деньги пойти на любые поступки. Все эти морально-этические понятия затрагиваются в пьесе. Готовы ли пойти жители обанкротившегося Гюлина на кровавую сделку ради миллиарда? Об этом 6 и 7 июня в Русдраме. В мае
марте 2019 года в Абхазии запущен новый социально-экономический проект, направленный на предоставление услуг в сфере перевозок. Речь идет об услугах такси. В частности, в республике введена интернет-агрегация «А-такси», которая действует от Сочи до Ингура. Теперь каждый водитель любого такси имеет доступ к заказам и может принимать заказы от ближайшего клиента. Для данной работы создано 2 специальных приложения, через которые водитель и клиент находят друг друга. Эти приложения может скачать любой желающий в сети интернет. Как отметили сотрудники организации, в основном в сфере перевозок работают ветераны Отечественной войны народа Абхазии. В связи с этим представители компании «А-такси» было принято решение провести акцию и предоставить всем ветеранам с 1 июня по 30 сентября 2019 года возможность принимать заказы и обрабатывать их без ограничений на всей территории Республики Абхазия бесплатно. Представители «А-такси» будут сотрудничать с такими организациями, как АРУА, Амцахара, Фондом Союза ветеранов батальона «Горец» и «Абаш». Даем возможность подключиться всем ветеранам нашей Отечественной войны абсолютно бесплатно и работать 122 дня на бесплатной основе. То есть все комиссии и все сборы, которые обычно бывают при услугах перевозок, отчисляемые на фирмы разных таксопарков, все эти денежные средства водители могут оставлять себе. И вот за этот летний период, самый высокий сезон, подзаработать денег для своей семьи. Безусловно, там необходимо иметь определенные условия для подключения. Это телефон Android, российская сим-карта для определения позывного. Ну и, безусловно, мы проведем краткий курс, обучающий водителя, и подготовим его к работе. 6 июня в Республике Арцах состоялась 2-я полуфинальная игра чемпионата Европы «Канифа-2019», в которой сборная Абхазии встретилась со сборной Западной Армении. После сложной и упорной игры основное время матча завершилось в ничью со счетом 1-1. Последовавшей затем серии пенальти Абхазия уступила Западной Армении со счетом 0-3. Что касается первого финалиста, то им стала команда Южной Осетии, которая победила в полуфинальной встрече сборную Чамерии. Таким образом, теперь наша сборная будет бороться за 3-е место в турнире. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается ночью и утром переменная облачность, местами возможен туман. Днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Каким-нибудь большим